Это небольшое селение Фирдавси в Шахристанском районе. Тут проживают киргизы, узбеки и таджики. Селение образовалось 4-5 веков назад. В холода местное население спускалось с гор со скотом и зимовало тут. Раньше село называлось Бураген, что в переводе означает «взятый волком». Еще ранее село называлось Бешарча. Раньше при въезде в село росли арчи. Сегодня в селении проживают более 350 семей. Мы живем в достатке. Нашим людям никто ничего не запрещает. Благодарим президента Таджикистана за то, что отдал земли в руки людей. Наш президент Эмомали Рахмон говорит, что Таджикистан является родиной для всех. Нас никто не разделяет на народности. Нам никто не указывает, что ты киргиз или узбек. Мы узбеки, киргизы и таджики. Тут живем в дружбе. Моя жена из Айни. Дочь я видел замуж с Питамен. Мы живем тут и должны благоустраивать нашу страну. Мы должны жить в дружбе. Вперед, Таджикистан! Углой Козиева, учитель английского языка. После окончания в 2021 году Худжанского государственного университета имени Бабаджана Гафурова стала преподавателем в сельской школе. Уже 2 года Углой преподает в школе номер 20 английский язык для учащихся с 3 по 11 классы. Так как село Фирдавси находится вдалеке от центра, то постоянно нуждается в кадрах. Преподаю для всех учащихся. Наши дети на кыргызском говорят дома, в школе на таджикском, а вот на моих уроках говорят на английском языке. Учим детей говорить на таджикском, русском, узбекском и английском языках. Я имею киргизскую родословную. В сельской школе 210 учеников, 22 учителя работают в первую смену. В 2001 году старая часть школы была построена путем хашара. В 2022 году при финансовой помощи органов власти Шахристана было достроено еще 4 класса и 2 кабинета. В школе не хватает спортивного зала, библиотеки, столовой и единой системы отопления. Парвине Гафуровой приходится ютиться в маленькой холодной библиотеке. Она готовится к республиканским конкурсам и к экзаменам в медицинский университет по 5-му кластеру. Я участвовала в школьной олимпиаде и заняла 2-е место по предмету государственный язык. Готовлюсь к республиканским конкурсам. Люблю читать произведения Садриддина Айни. Сейчас читаю Шахнаме и Марги Судхур. Очень хочу занять призовые места на этих конкурсах. В нашем классе учатся 10 учеников. Мы хоть и разные по национальности, но близки друг к другу. Мои одноклассники – это киргизы и узбеки. Мухаббат Абдуллоева – знаменитая рукодельница села Фирдавси. Родилась и выросла в этом селе. Мухаббат занимается ковроткачеством. Выиграла грант председателя области в размере 5000 самани. Зимой заготавливает шерсть, летом ткет на специальных станках. Ручному ремеслу научила и своих соседей. Жена моего брата из Айни. Она таджичка. Я и мой муж киргизы по национальности. В нашей семье мы говорим и на таджикском языке. Мои внуки в школе, а я когда иду на базар. Рядом со мной проживают и узбеки, и таджики. Вчера зарезали корову. Позвала соседок на хашар, чтобы они помогли разделать мясо скотины. Готовим деликатесы, а потом вместе с соседями будем все пробовать. Сельчане в основном занимаются выращиванием картошки, пшеницы и яблок. В каждом доме есть и скот. Сегодня в семье Мухаббат готовит мясные деликатесы. Уже вечером вместе со своей таджикской снохой, узбечками-соседками и киргизскими невестками сядут пробовать мясо, приготовленное по старинным рецептам.